Всем привет, дорогие друзья! Это программа Тува Life Talk. Меня зовут Анастасия Быкова, и сегодня у меня в гостях Антон Салчак. Привет, Здравствуйте. Антон. Здравствуйте. Антон Салчак – кикбоксер. Антон Салчак – мастер спорта международного класса по кикбоксингу, четырехкратный чемпион России, чемпион Европы, трехкратный чемпион мира. Антон родился в селе Мугураксы, Унгун-Тайгинского кожуна. Окончив школу, поступил в Красноярский медицинский университет, но из-за преданности к спорту он оставил учебу в медицинском и поступил в Тувинский госуниверситет на физкультурное отделение. В 2017 году окончил его с красным дипломом. И в этом же году Антон Салчак завоевал золотую медаль на чемпионате мира по кикбоксингу в Будапеште. А в ноябре 2022 состоялось первое выступление Антона в профессиональном кикбоксинге на ЦСКА-арене. Бой прошел успешно. Все судьи единогласно присудили ему победу. Антон, предлагаю сразу же начать с той темы, которая тебе очень близка. И в целом все наше интервью, я думаю, будет пронизано темой духовности. И расскажи, пожалуйста, как ты понимаешь выражение «сила духа»? Сила духа для меня это означает, что по вере своему народу и своему Святому Духу, который все время с тобой, хоть в радости, хоть в печали, хоть она на соревнованиях серьезных, которые, да, нужен дух. А дух это, как говорится, инструмент к успеху в спорте. И даже не в спорте, даже в жизни тоже иметь дух. Это очень важно. А дух это не такой, чтобы раскачаться или как-то неправильно себя показывать, или злость, что ли, кому-то показывать. А дух это вера, прежде всего в себе, в своему силу, которой ты работал до этого на соревнованиях, что ли. Когда ты выходишь, ты уже осознаешь, что ты не только ради себя, а ради своих близких, которые тебя поддерживают на этом нелегком пути. И спонсоры, и тренера, и родные, и близкие, и весь народ. Это уже укрепляет твой дух. Ты уже, когда выходишь, ты не только ради себя, за своего духа тоже. Ты же должен показывать твой дух, который гордится наш народ тувинский. У нас духа не отнимать духа. Но только нужен правильный настрой на этому духу. Если уже переусердствуешь своим духом, тоже ничего не получится. Надо найти свою золотую середину. Дух это прежде всего психология, я так думаю. Потому что да, ты боязнь, наверное, какой-то. Что когда у тебя ничего не получается, ты же боишься этого. А надо принимать этот страх в духовной стороне, что ты должен понимать, что для этого все сделано. И все ждет тебя с победой или хоть с поражением. Но надо достойно себя показывать, не идти назад, показывать тувинский дух. А тувинский дух это все воины были тувинские. Вот даже Субедея, полководец великого Чингисхана, тоже своим духом, своим правильным страхом, как говорится, да. Страх. Для меня страх это не показывать своего народа слабым духом. Надо за свой народ, ты же, у меня же тувинский кровь течет, поэтому ты уже вспоминаешь всех тувинцев, которые показывают свой дух на мировом арене или на международном арене или в российском арене.
дух всегда укрепляет человека, а дух, говорят, что покажи дух свой, говорит. А некоторые не знают, что такое дух. Они думают, что Да. это злость Да, какой-то, да, да, что да. чего-то кого-то побить, надо быть злым, что ли. Да, да, да. Нет. Ну, злость тоже правильно, но иметь спортивную злость, это, Спортивную, да. в это время иметь спортивную злость, а не какой-то личной злость. А если пробудится лишняя злость, то когда ты злой, хорошие мысли не приходят, и ты уже как начинаешь теряться, уже начинаешь... Искажение реальности. Да, получаешь человека уже удар, получаешь, и из-за этого уже теряешь свою внутреннюю натурность, которая уже хочет победить и прославлять свою республику. Что-то. А вот подскажи, а когда начался твой путь просветления и духовного роста? Из чего это все началось? Это начиналось, наверное, из детства. Я, когда не занимался спортом, не был там, какие-то не занимал там призовые места в то время, когда я уже только в этот вид и в эту дорогу наступал, я видел людей, спортсменов, которые уже чего-то добились. Они были очень духовными. И, как говорится, правильное вдохновление они получают. Как они получают? Потому что они верят в свою работу и Всевышнего силу, которая оберегает человека. Я тогда об этом подумал, и потом начал тоже просить от Всевышнего, и который, чтобы меня оберегал, и без травм, и без происшествий в дороге, которые на соревнования ехать тоже. В жизни же всякое бывает. С этого момента я начал уже на праведный путь, что ли. И потом со временем уже взрослее я уже начинал понимать чувства людей. Каких людей? Это чувства людей, моих тренеров, и мою маму, и моих близких, моих тетей, которые для меня они старались очень. Когда у меня первый соревнование ничего не было, финансовой стороны, они помогали мне варить и жарить, чтобы я не голодал. Это тоже уже, они же думают обо мне, чтобы достатка был хотя бы, когда нет деньги на еду, чтобы на соревнования тоже жить и питаться тоже приходится, поэтому. Я думал, почему так? Потому что они благо желают, тоже с чистого сердца. И я начал уже принимать себя с чистого сердца, там, показывать правильное поведение. Мне всегда говорили, чемпионом быть не обязан, а человеком быть обязан, говорили. И уже после соревнования или перед соревнованием я уже понимал, что прежде всего я человек, еще человек тувинского народа, сын тувинского народа. И за меня, за моей спиной есть Тувинская республика и мои близкие. Но самое лучшее всегда и везде бываю со мной, в вере, в душе, просветление, дорога просветления и учение Будды, быть благородным всему. Даже который, когда ты проиграл, тоже благородность, это же опыт получаешь. Вот подходишь на соревнования, у меня я раньше думал, что только на победу настраиваться, да, потом не проигрывать. Если проиграет, то что будет там, что люди скажут. Потом уже через некоторое время это уже не важно стало. А важно стало, что показывать себя. А вот как ты преодолел вот этот барьер страха осуждения другими людьми? Это же очень распространенный страх у людей, Да. что они боятся, что их осудят. Да,
что судят, и потом, когда уже в голове эта мысль зародился, и уже начинаешь сдерживаться, когда это Да, да, да. получается. И потом уже надо найти корень этого страха. Почему я боюсь этого? Ну, как говорится, надо правильно принимать этот страх. Люди прежде всего боятся ответственности. Это же прежде всего ответственность большая, чтобы представлять честь своего клуба, своего тренера, свою страну. Ответственность большая, потому что там тебе много людей смотрят и Многие равняются. в рамках своей жизни тоже очень боятся сделать какой-то шаг из-за Да. того, что другие осудят. Да. Надо этот страх принимать во благо себе, получается. И страх это шестое чувство. Именно Страха же не существует. это страх и есть. Но правильный страх есть. Правильный страх это ты должен бояться не обидеть человека, из-за этого плохую энергетику, свою карму получить. И из-за кармы там, в будущем перерождении уже на нижних мирах превратиться. Но это же другая тема. А именно для спорта этот страх для меня, я перевел этот страх на силу, на энергию, на благородность своего народа. И хоть я проиграю, но достойно проиграю, чтобы я покажу дух твинскую и веру нашу буддийскую, чтобы быть благородным всегда. Хоть проиграл, хоть выиграл, хоть красиво выиграл, хоть некрасиво выиграл. Надо быть всегда уважительным к человеку и сопернику. Вот он тоже готовится, и вот он тоже проходит через все это, которое все я прохожу. Сначала вот за это какую-то скованный слом тебя прямо с позвоночника туда, уже не двигается, уже ждешь кого-то. Этого страха я посидел и подумал. Благодаря этому мантрам, которые я читаю ежедневно, буддийские мантры на тувинском языке, я осознал, что все люди желают человека только добро, хотя он сам это не понимает. Вот я понял, что правильное восприятие все меняет. Вот, и потом я правильно воспринял свой страх, что как я могу проиграть, что меня такие люди ждут. Я же хочу прославить свои республики и своих народов, своего народа прославить. Вот, поэтому это уже другая энергетика будет. А если когда будешь, как я буду после проигрыша, даже когда ты не участвуешь, уже Ты уже как будто уже создаешь это создаешь событие. иллюзию, которую ты уже проиграл. Поэтому я вот, себе иллюзию создаю, да, что Выигрыша. да, выиграл, ну, без какого-то там фанатизма после выигрыша, там что-то говорить, сказать. Просто быть человеком, все же закончился же и все. И так я решил, и потом начал выступать. А так, когда уже только-только осознавал этот путь, у меня пропало желание бить людей, участвовать на соревнованиях, бить кого-то ради победы или ради чего-то. Для моего пути там стало как-то неправильно. Противоестественно, Да, как будто, да. противоестествовать. И потом я поговорили тоже с учителями. У меня этот страх до последнего было, как я буду его пить. Если он проиграет, то о чем он будет думать? Да, да. У него же тоже будущее есть, об этом я подумал. И потом уже начинаешь подаваться тоже. Но не хочешь там чисто выиграть в калитку, ну хотя бы, чтобы выиграть дело. И когда вот так уже начинаешь себя огораживать, те опыт и багаж, который ты проделал свой путь, он уже пропадает. Ты как будто уже ничего не знаешь, получается. Потому что ты боишься же кого-то покалечить. Вот. И потом все, я подумал, и потом из жизни Гаутамы,
буду, что кому не взять. Он же до 26 лет жил обычной жизнью. И он выиграл соревнования ради чести своего народа. Но никогда не убивал, злости не делал. Просто ради благородства тоже. И потом я понял, что если он мне проиграет, если правильно примет поражение, то еще сильнее будет. Да, А да. если не принят, то может уйти из спорта. Вот. Потом я это подумал. И потом, когда я ухожу, я уже вижу человека, в чем его недостаток, его техники. На ринге? Да. И потом я туда такая, что там же открыто. Пусть он подумает, что тут так работать тоже не получится или как. С таким намерением все вот обратно начал нормально выступать. А так из-за веры вот, даже вот пропадает желание биться. Могла твоя карьера закончиться, да? На духовном становлении. Да. А скажи, пожалуйста, какие качества ты больше всего ценишь в людях? В людях больше всего, прежде всего, честность. Честность. Да, честность человека. Хоть горькая, но правда. Но всякая правда есть благородство человека. Благочестие. Да, хоть оскорбляет тебя, но он все равно правду говорит. Потому что правда у него в глазах. Если хочешь не слушать такие критики больше, то придется принимать слова тех людей и потом уже удуматься в себе, правда ли это, а не просто принимать его, все, так, Слепо. Так, да, слепо верить. Надо осознавать, Мое это или да, не мое мое? или не Да. мое. Хотя бы не твое, но ради блага других это тоже надо обязательно принимать и прощать человека. Ну, потом все. Хоть ты проиграл, хоть я проиграл, да. Иногда же говорят, что засудили. Да, да. Ну, такое бывает в спорте, потому что это спорт. Когда засудили, ты же чувствуешь, что выиграл. Несправедливость Да, выиграл какая-то. человека, выиграл, но уже ушел твоя победа. Но в этих случаях тоже надо быть благородным. Вот как в этом случае поступать, если ты понимаешь, что засудили? Ну, придется смириться с этим. Это же очень тяжело. Да, я вижу людей, это для меня просто все. Хоть я проиграл, хоть не проиграл, но в глазах людей это сказать и рассказать как-то нестройно получается. Они приходят и спрашивают, как ты проиграл, ты же какой-то такой-то чемпион, так как ты мог проиграть, говорит. Я же не говорю, что вы засудили. Но засудить, тут своих близких тоже говоришь, они тоже видят же, чтобы тебя засудили. У нас так учил мой тренер. Все, пусть так и будет. Все равно же время будет доказывать. Надо еще лучшим прийти тогда, если засудили в глазах у судей. Может, там какая-то политика или не знаю. Такое тоже бывает. Но я так себе понимаю, это знак, что ты дальше пахал. Все, потом это уже, как говорится, печальным исходом не будет. Это уже, как говорится, ступенька, на дальше ступень. Если ты выиграл его там на равных боях, там что ли, и ты чувствуешь, что он тоже может выиграть, и ты можешь выиграть. И потом, если ты выиграл, да, все равно там ты проиграешь и проиграешь, а тебе там, наоборот, тебе победу присудили, да, засудить что-то другого. В таких победах тоже радоваться нельзя. Поэтому это уже круг вот так становится, потому что ты же выиграл. И потом такое желание, чтобы еще раз быть лучшим
чутка уже пропадает. Ты Да, же да, уже на да. пьедестале стоишь. Да, да, да. А когда уже проигравший, ты уже видишь там человека, каким радостным, каким годом стоит, и какие годы люди и родственники или народ встречают его. Это тоже радостно. Потом понимаешь, что к чему ты проиграл, где-то как-то что-то в душе не доработал, или где-то не был прав с своим тренером, или ругался, или как-то, или вообще не веришь чего-то там. Просто выйти хаосно. В таких случаях проигрыш неминуем, уже надо верить всему своему, который ты прошел этот путь. Ты же прошел этот путь, это уже доказывает, что ты уже готов. А если ты не с чистого сердца готовился, то уже страх уже тебя начинает подавливать, потому что ты чувствуешь, я не до конца работал. В этих случаях надо говорить, лучше быть недотренированным, надо быть, чем быть перетренированным. Да. Это тоже такая фраза тренеров. Уже начинаешь понимать, что когда подумал о каком-то хорошем плане или каком-то хорошем событии, да, хорошем событии, ты же уже начинаешь готовиться туда. А в это время мы не умеем экономить свою энергию, чтобы там тоже остался. Да, да, да. На само событие. Да. Все наперед тратится, и потом на входе туда уже... Как будто уже все Да, случилось. да. И потом уже реальность уже меняется. Ты можешь в это время реальность свою создавать. Можешь уже оступиться там. Все, у меня силы нету. А можешь, я же прошел все это. В спорте, как говорится, всегда психология. Надо правильно настраиваться всегда всему. Соперник тоже не будет стоять как мешок же, он все равно же будет нападать, Да, да, да. и взять свое, чтобы пытаться взять свое. А вот скажи, пожалуйста, сложно ли быть профессиональным спортсменом у нас в Туве здесь? Есть ли какая-то поддержка? Да, ну, большинство спортсменов тут наших поддержку, если была бы поддержка хорошая, да, у нас в Туве очень много талантливых людей, которые Да, да. хоть не в спорте, хоть в искусстве или где-то, хоть в учебе, все мы талантливые, только не умеем поддерживать друг друга, умеем только зависть человека составлять всегда. Кто-то что-то добился, и из-за зависти, что ли, или из-за злости, что ли, начинает что-то делать. Как говорится, если он смог, то почему я не смог? Ну, с одной стороны, тоже это правильно, да? Но с другой стороны, если он смог, то почему он смог? Да, да, Задайся да. вопросом, Да. что он делал для этого. Надо быть, как говорится, восхищением. Если ты человека там будешь восхищен тем, что он делает, тебе это уже правильная мотивация, правильная энергия будет. Ты же уже восхищенным будешь работать, Да. а не злостью, которая энергия тратится. Когда ты злой, энергия неправильно тратится. Да, это вообще два разных подхода Да. совершенно. У нас теперь, когда вот я окончил школу, приехал вот сюда, в Кызыл, поступил в Тюменский государственный университет, факультет физической культуры и спорта. И окончил с дипломом отличия. В это времена, когда я приходил уже сюда, тоже я в недостатке был, да, дома тоже не было, ничего не было у меня, только мои родные были. И потом меня начали поддерживать со стороны, вот, добрые люди увидели меня, что, наверное, меня потенциал, что ли, или не знаю, что вы мне увидели, человечность или я не знаю, и хотели помочь мне. И тут первый спонсор был у меня, вьетнамец был.
Ангуэн Куанхуа его зовут. Он владелец магазинов, которые продают автомобильные шины, диски и прочее. Вот, он начал мне помогать первый раз, второй раз первенство мира в 2014 году в Италии был. Он помог мне туда отправиться в финансовую сторону. И потом дальше он был мне как отец. И, у него в магазине всегда я был, с ним общался и с детьми. Вот, моего спонсора тоже общался. И потом с 2016 года в зал пришли люди в костюмах, я в то время не знал. Потом это оказался Олег Викторович Дудков, председатель отеля «Старателя вина». И нам тогда денежные призы давали, и мы были в это время вообще в восторге, потому что мы не получали там от кого-то поддержки со стороны финансовой стороны. Нам это было очень приятно. И все, потом тоже желание еще прибавилось, еще работать, что есть такие хорошие люди. Не все люди вот плохие же, да. Поэтому мы уже с другим мировоззрением и другим, как говорится, другим азартом начали готовиться. И постепенно Олег Викторович мне спонсировал на соревнования и на сбор, который надо было привести себя в форму. А так, с помощью Олега Викторовича и Ангуэна Куанхуа, который в это время я был нормально, хорошо я занимался, и в достатке был витаминами и прочим, что нужно было для спортсмена, для высоких нагрузок. А так, есть у нас в Туве хорошие люди, богатые. Я хотел бы там, чтобы они тоже какого-то спортсмена или какого-то ученика, вот, хорошо учащегося, поддерживать, создавать какой-то союз, что ли, вот, таких людей, союз создать, и потом во благо республики, что ли, или во благо своего там бизнеса или чего-то надо спортсменам помочь или нуждающимся. Какой-то фонд надо создавать, я вот так думаю, чтобы еще дальше. Ты не думаешь его возглавить? Да, если будет у меня, если я был бы хотя бы там миллионером, да, или 100-тысячником, который, я бы всех помогал, всех пацанов своих маленьких патриотов тувинских, и я всех бы помогал, не различая вида, олимпийский, неолимпийский, или национальный, или не национальный. Это же во благо не национальности, во благо не вида, а во благо для республики. Сперва для республики, и потом для России же будет. И такие молодые, хорошие люди есть, но поддержки очень мало. Поддерживает, но в единичном случае. Вот, если была бы возможность создавать такую ассоциацию или союз, и красивенько назвать, и потом помочь молодым. Самому же тоже гордостно, приятно будет. Ты кого-то поддерживаешь, то от своего поддержки тоже для себя поддерживаешь, себя тоже поддерживаешь. Ты когда-то кого-то поддерживаешь или хвалишь, ты же сам счастливый становишься. Это кармический менеджмент. Да, потому что, да, хоть ничего не показал парень, да, надо верить и вкладываться, как мне верили отель «Старателя вина». Я не знаю, что они во мне увидели,
Если бы мои тренера, которые сейчас уже тоже работают сейчас тренером, это очень благородное дело быть тренером. Благородные. Если бы не тренера, то как человек достигнет такого без багажа, который прожили тренера в своем жизни, и которые делятся своими учениками. Да, еще хотел бы тренерам еще после окончания школы, да, тренера, которые живут в районах, ученики же все равно уходят уже на студенческую жизнь или в других делах. В это время очень много проспектов пропадает. Почему они пропадают? Потому что они хотят поддержки, как в спорте, со стороны тренеров или со стороны больших людей, которые он знает. А они не помогают. Не получают это. Да, не получают это, и потом уже теряются, уже неправильный путь, или где-то начинают выпивать, или где-то уже, что уже все, ничего не получится, они думают. А если тренер же уже взрослый же человек, у него же может быть связь где-то. Он может человека взять, маленького спортсмена, который без поддержки ничего не получится, да. Ну, хотя у него талант есть, все есть, но в это же время все на финансовых сторонах приходит. Если взять маленького парня до конца и ставить ему цель, будешь олимпийским чемпионом, для этого мы будем тебя спонсировать. И все. И правильно не только давать подачки, да, и еще участвовать в воспитании его. Если будешь просто давать деньги, он не будет правильно воспитан, то он же не на свои нужды потратить его. Он может просто выпивать, не ходить в зал. Надо просто тоже Грамотно да, подходить, грамотно да? подходить. А скажи, пожалуйста, вот знакомством с какими людьми ты гордишься? Прежде всего я горжусь знакомством. Прежде всего я горжусь своим знакомством с своей мамой, когда я родился, когда я ее увидел. И своих близких я горжусь, что они у меня есть, мои родные, хоть когда, хоть в какое время, хоть ты печален, хоть ты радостен, они всегда все равно со мной будут. А потом я горжусь, что родился тут, в Твинце, а не людьми. Я люблю свой народ, всех я люблю, потому что они же твинцы. Один кровь. А потом есть люди, которые помогли мне зайти на пьедестал. Мои тренера, которые я знакомился, мой первый тренер был Хеттека Гулдейт Анзубелегович. Его так зовут. Он одноклассник был моего мамы. И первый основатель школы кикбоксинга у нас в моем районе, в Гантайке, село Мухраксы. В это время я всегда занимался, искал еду, да, чтобы как жить в это время. В моем голове спорта вообще не было, понятия не было, как спортсмен, кто такой спортсмен. Я вообще не знал. Просто я понимал, что в зал приходишь, там, веселяться или что-то качаться, или вот так. А в это времена я искал еду, как я говорил, там и сям. В прямом смысле слова, Да. пропитание. Да, пропитание, там, светметы, черметы, там, сдавайте, и потом за это. Потом мне подошел мой тренер, говорит, с таких людей, как ты, вот, великие люди появляются, говорит. Может быть, говорит еще, может быть, таких людей, как ты, появляются великие люди. Он мне не один раз это говорил.
много раз мне говорил он это. И потом я в это время не осознал, что он мне говорит. Сколько лет тебе было? 10, что ли. М, И потом все, я пришел в зал, занимался. Ну, в это время, когда я приходил в зал, я в разных кружках, секциях был. Там музыкальные инструменты, у нас тувинские национальные инструменты. Я в школе искусств учился, и потом там шахматы были. Учился играть в шахматы, и потом там фотокружок был, остановись с мгновения. И потом увлекался химией, там в кружок ходил. Потом для защиты своих сестер, да и маму там, я только один в семье мужчина был, еще маленький сам был. И все, начал думать, хотя бы не дам в обиду своих родных. Все, начал заниматься. И потом даже не знал, что буду где-то что-то выигрывать. И мне говорили мои друзья, что ты будешь там. Когда возьмешь чемпионат мира, тоже позовешь, говорит. В это время, когда я только Сибирский федеральный округ выиграл, у нас такое обычай есть, делиться своим, как говорится, делиться своим, Успехом да, ну, успех тоже, или удачей? да, ну, будет успехом, да. И чтобы все пожелали, да, чтобы хорошо дальше. Я даже не знал, что... Я даже боялся там Россия, что такое Россия, я даже не знал. И потом, после Сибирского федерального округа, мне говорит друзья, что мир выиграешь, потом тоже нас позовешь. А в это время я думаю, мне очень сложно было выиграть Сибирский федеральный округ. Как мне мир выиграть? Я вообще не думал. И как они сказали, через 2 соревнования я первенство мира выиграл. Потом я вообще удивлялся и приходил, меня спрашивали, ну как там люди? А я отвечаю, что ну как в зале люди тоже. Потом мои друзья погибли там в 2013 году в лавине снежной. Я остался один живым. Вот, и я горд, что встретился со своими друзьями, хоть не намного. Да, вот это очень интересная история, да, которая у вас произошла в 2013 году. А, это же из разряда судьбоносных каких-то, да, вещей. Почему так получилось, что ты немножко задержался, получается, да, и остался жив? Как вот ты сейчас с оглядкой, почти 10 лет уже прошло, да? Как ты вот смотришь сейчас сквозь призму еще своего сознания, мировоззрения, своего нового и постоянно эволюционирующего? Как ты видишь это событие? После этого времени я не хотел вспоминать, потому что страшно было очень. Быть в один день у 6 друзей дома и смотреть в глаза родителей, это очень больно. Не одного, а 6 сразу. Это очень больно было, очень трудно. Я даже сам не знаю, как я справился с этим. Наверное, жизненный путь такой трудный, поэтому я привык, наверное, к трудностям. Вот я благодарен такому жизни, что если такие случаи или такой жизнь, да, не прошел бы, но в это время я таким не был бы. Поэтому хоть скорбен, но уважаю и принимаю таким, каким есть. И живу ради мечты тоже своих друзей. Они же тоже спортсмены были, хотели быть чемпионами мира. Для них я выиграл в 2014 году первенство мира и посвятил им, что и дальше думал. И когда уже остаешься один, вспоминаешь всех, на других смотришь, у всех есть друг с детства, который уже
все время еще контактирует, знает, как он, что он. И потом вспоминаешь, а что было бы, если мои друзья были бы живыми? Это же Скопье. И потом с правой стороны, уже когда начал уходить, учить учению Будды, я научился встречаться с ними мысленно, в голове. Закрываешь глаза, и они как будто рядом стоят, и живые еще. И это время уже улыбаются в это время. У тебя же остаются воспоминания хорошие, хоть и плохие, но, как говорится, воспоминания всегда были блестящими. А почему? А те, кто говорят, что плохие воспоминания, они просто сами закрасили черным цветом, чтобы это воспоминание было черным. Надо брать все это и принимать таким, как он есть, и с благородством принимать. И потом это воспоминание уже засветятся, тебе уже помощью будет, как будто ты живешь с ним рядом. И в это время я встретился с Шалбаем Валерьевичем. И до сих пор он в это время мне сказал, что мужик должен жить и смотреть в будущее, и жить ради своих. Вот, и потом мне в голове это было всегда. И думал. И потом мне помогли люди, когда я вот сюда пришел с парламента. Уляна Байроловна, она тоже мне помогала, когда вот первый курс я учился. Мне вот iPad подарил, чтобы студенту в это время iPad только-только появлялись, но мне подарили. Я такой радостный был. И потом эти спонсоры, которые я раньше перечислял, появились. Я горд с ними встречи. И потом последний бой же, я среди профессионалов вышел на дебютантный бой. В этом большая заслуга Шалбана Валерьевича. Я никому не говорил об этом, потому что все, как говорится, неправильно думают. И я посоветовался с Шалбаном Валерьевичем, когда я в Москве был. Вот, уже я ему говорю, что уже все, в спортивной любительской жизни я смог достичь звания и все. А так, чтобы содержать свою семью, я не смог, я ему говорю. Поэтому все, я заканчиваю и буду работать там где-то в вахте или где-то. Так я решил, чтобы нормально было, да. Ну, он говорит, давай, не уходи из спорта тоже. Все люди говорят, не бросай спорт. А человеку же трудно каждый год и каждый месяц готовиться. Это очень истощает человека. И еще старайся, и для этого плоды тоже мало. Но для себя, там, для народа много. Республика и для нас, для спортсменов, прежде всего приоритет звание республики, авторитет республики. Вот. Подумай, что сделай все, что мог для этого. И все, семейную жизнь надо, подумал. И потом в это время у меня вот голова был хотя бы там показать, что ли, Тувинские школы кикбоксинга. А Тувинская школа кикбоксинга — это один из лучших школ в мире. Почему? Потому что чемпионы мира доказывают это. Дагестанские борцы и чеченские борцы с нами в сборной по три подходят, и у них только серебра. А у нас трое тувинцев в состав подходит, и трое чемпионом становится. Это у нас в крови. Веря в нас. Веря, что
мы потомки великого Чингисхана и Субэдэя. И хотел показать хотя бы один бой свою. И поговорились, и уже в это время Шалом Валерьевич, спикер Госдумы был, сейчас тоже, и позвонил нашему президенту Федерации кикбоксинга и сказал, что тоже вот у нас какой-то чемпион у нас есть, да, надо каким-то образом показать, что ли, народу. И все, договорились, потом сказали, 18-го ФКР Про-1 будет. Это Федерация, Бой с Воробьем. Да, Федерация кикбоксинга России параллельно с профессиональной лигой тоже создает. Это первое, Да. получается, да. Это же вот Да, с совсем недавно Воробьевым было. Кириллом. Да, в это время. А мне спрашивают, с кем ты будешь биться? Это для меня всегда проблемой был, с кем биться. Потому что я не знаю кого, я же не хочу кого-то там позвать, давай подеремся. Да. Поэтому я сказал, хоть кого-то. Ну, все, потом появился этот белорус Кирилл Воробей, Воробей. тоже хороший парень был. Все, уже начался работа над этим, над боем. Потом у меня друзья есть, молодые тренера, Этине и Белек. Ну, после потери своих друзей я нашел своих спортивных друзей, которые в жизни сейчас вместе двигаемся. Они сейчас тоже хорошо работают, обучают людей ударку ставить. У наших ММА, Red Eagles клуба, команда тоже, Этине Мунгуш начал работать по ударке. И я знаю, что я когда первый раз в первенстве мира ходил, участвовал, в это время мои друзья, Этине был, он уже знаменитый был мастером и уже выиграл серьезные соревнования. Я первый раз смотрел и восхищался тоже. Поэтому из-за восхищения я уважаю своих людей, потому что они тоже знают мое ремесло, что это трудно получать по лицу, по животу, по ноге тоже. Ну, там же не гладит, там же дарит, поэтому я создал новую команду. Наша команда будет, дальше будем работать над боями, что сейчас пока что я на перерыве, сейчас уже начнем работать с Нового года. Надеюсь тоже порадовать своих земляков своими выступлениями. Антон, вот скажи, ты уже рассказывал про то, как ты поборол свой один страх, да, который у тебя был. А есть ли что-то, чего ты сейчас боишься? Или ты перестал бояться? Нет. У меня есть страх. Это страх, как говорится, тоже в моем пути, в буддийском пути. Переродиться в низших мирах. Вот в этом жизни я не боюсь, хоть что, то и будет. Я приму с уважением и с восхищением. Как восхищаться? Трудностям надо восхищаться тоже, ничего себе. Так тоже бывает в жизни. О, интересно. Надо извлекать из этого для себя. И потом ты же для себя все извлек, и как ты будешь уходить, оставая свои знания своим. Поэтому я учусь в этом жизни, чтобы учить своих детей, которые появятся. Я буду учить им доброму пути, чтобы быть человеком всегда. Хоть чего-то добился, но быть человеком. Это обязательно, потому что без человечности как мы будем жить, как мы будем уважать человека, как мы будем спать спокойно. Без человечности всегда совесть будет мучить, и страх будет мучить. Страх, что люди узнают об этом, или кто-то что-то сделает. Это уже проблема
жизни. А проблемы в спорте тоже интересно. Проблемы в спорте надо найти свою чистую мотивацию. Чистая мотивация никогда не даст тебе опустить руки. Чистая мотивация – это прежде всего для себя же, я сказал, да, и для Родины. Это чистая мотивация для меня. А для других я не знаю. А для меня чистая мотивация в честь страны, и за честь людей, которые тебя верят и поддерживают, и радуются своими победами и поражениями вместе всегда. А так я хотел бы, что все люди, которые в достатке, да, помогали тем людям, которые не в достатке. И хоть мало, но делиться своим опытом прожитым, правда или неправда, делиться. И заключительный вопрос нашего интервью. Что такое любовь? Любовь – это прежде всего для меня, я не знаю, как других, Да, но конечно, для тебя. Для меня любовь – это чистая мотивация всему. Любить Родину, любить живых существ, любить своих родителей, любить своего возлюбленного, любить своих детей. Если ты любишь, это самое главное. Если ты любишь, ты будешь беречь, ты будешь ухаживать, ты будешь уважать, ты будешь счастливым. Ты же любишь, поэтому будешь счастливым. Сохраняешь это? Да, сохранять. И не только в себе сохранять, а надо излучать любовь. Как узнает человек, что ты любящий, если ты не излучаешь это? Да, да. Поэтому надо нашему народу любить, прежде всего, свою историю и своих родных, и своего поколения, которые до нас жили. Они же оставили нам все это, а мы не ценим, не любим, да? Любовь – это каждому по-разному, да. Я могу любовь сказать, что правда, да. А не любить – это неправда. Потому что не любить кого-то и ненавидеть кого-то – это уже, как говорится, проблемы для себя создает. Если ты кого-то или какого-то обстоятельства или чего-то ты любишь, это для тебя проблемы не будет никогда. Это же тебе, наоборот, нужным будет, Да, да. потому что ты же любишь этого. А как любить такого человека, который ты не любишь? Надо простить его и войти в его положение. Почему у вас не стычка, не состыковка, да? Почему вы не знаете друг друга? Потому что не общаетесь, чисто не общаетесь, с правдой не общаетесь. Только из-за страха человек любит. Почему? Потому что он себя любит. Если человек уходит из своей жизни, ты же страдаешь из-за себя же. Да, да. Поэтому за Жалеешь себя, да, за себя же ты никого не отпускаешь. Да. А если подумать, любить его свободу, его мир, Да. то это уже чистая любовь получается, да. Везде и каждому поступку нужен любовь. Каждому поступку, каждому слову нужен любовь. Без любви света нету,
в жизни. Как в огороде без воды все растет, засуха будет в душе тоже. Я же люблю свою буддийскую дорогу, которую я выбрал, Да. которую я выбрал. Я люблю свою дорогу и восхищаюсь. В этом жизни я восхищаюсь больше всего будущей коммуне, который оставил нам инструкцию в этом жизни. Он сам достиг, он сам жил до этого, до нас, много раз перерождался. Когда он перерождался, в каждом жизни он никому зла не делал, никому, наоборот, помогал. Даже умирающему тигру он помогал. Зарезал себя и весь оставил, чтобы он, умирающий тигр, который родил только 4 львят, тигрят, что покушал, радостным был. И потом в самом последнем реинкарнации он тоже оставил все знания, достиг своего просветления и оставил нам, как жить в радости и в достатке. Люди думают, достаток – это есть материальное, а в достатке – это быть спокойным. Когда ты спокоен, ты уже в достатке, тебе ничего не тревожит, тебе ничего не нужно, ты никому не злишься, ты кого-то там не ненавидишь, просто спокойно. Вот благодарен за это, что родился вот именно тувинцами, среди тувинцами. Нам, тувинцам, надо уметь любить. Не только для себя, а всех надо любить. Потом у нас сила будет, любовь. Сила любви никто не сможет нарушить. Никто не сможет растоптать силу любви. Потому что любовь – это очень сильная, как говорится, Энергия. да, энергия. У нас, как говорится, очень сильный завернутый, да, том зовут у нас. Все, любовь к родине, любовь к всему и уважение всему. Если ты любишь, то уважаешь. Все взаимосвязано с любовью. Да. Да. Любовь – это самое первое и самое лучшее, что в человеке есть. И также в животных. Всех у них есть. Только мы ищем не то богатство, которое у нас есть. Ищем материальное богатство, духовное не ищем. Если мы все будем духовно богатыми, то как китайцы будем развиты. Они очень дружные. Почему они дружные? У них нет зависти. Они же любят друг друга. Поэтому любовь, если мы будем любить друг друга и нашу веру, и нашу историю, и нашу страну, то никто не может нас победить. Будем в счастье до конца своих дней. И потом, когда будем умирать, тоже будем понимать, что прожили жизнь с благородностью. Благородностью всем, не только который тебе нужен или каким-то образом от него чего-то нужен. Просто быть благородным человеком. И просто надо просто так звонить друзьям. Просто так, чтобы он узнать как-то, что-то, как у него настроение, что ли. А не просто чего-то спрашивать или чего-то требовать. Чистая любовь и чистая вера. Вот что нам нужно. И все. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.